Очень интересен один момент. Я всегда интересовался космогонией, мифологией, религией народа Кавказа. Не исламом и христианством, который сейчас там исповедуются, а тем, что было до того как. И всех покрестили, и все прочее. И у меня было такое чувство, что пока некие силы разрушали духовные знания больших народов, народы маленькие смогли сохранить некую память в своих мифах, в своих эпосах о той вере, древнейшей вере, которая была и до христианства, и до иудаизма, и до зороастризма. И недавно я натолкнулся на очень интересную книгу Даурбека Макеева «Религиозное мировоззрение в нарском эпосе». И понял, что мои догадки были верны. И об этом мы сейчас поговорим. Давай. Я не буду детально вдаваться в анализ этой религии. Мой анализ будет очень общим. Но я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы понять, что между древней осетинской верой и христианством в настоящем его виде очень много общего. Но есть некие отличия, которые фундаментальны. И говорят о большей древности именно осетинской религии по отношению и к зороастризму, и христианству. Дело в чем? Дело в том, что аланы, или асы, осетины, в свое время они доминировали на всем европейском пространстве. Они захватили многие народы, это был народ великих воинов. А потом он превратился в реликт, в общем-то, и существует до нынешнего времени. Особо развития как бы нет, но вот то великое прошлое, которое было когда-то, оно сохранилось. У осетин 3 эпоса. Дай бог, чтобы у народа был один эпос, а у них 3. Как это могло получиться, если он такой маленький народ? Это древний великий народ. И у них есть все то же, что и в христианстве. У них есть понятие единого Бога. Зовут у них его Хуцао. У них есть понятие божественного вестника, Уастерджи. И у них есть понятие Святого Духа или Божественного Сознания, которое они называют Оас. То есть классическая троица. Отец, Сын, Святой Дух. Хуцао, единый Бог, его вестник Уастерджи и Святой Дух Оас. Но есть очень важные отличия, которые заставляют на эту религию посмотреть совершенно по-другому, в другом ключе. Сейчас христиане они пытаются доказать, что древняя осетинская вера это всего лишь искажение христианское. Да нет. Во-первых, христианская мифология намного беднее. Библейская мифология намного беднее, чем мифология осетин. Как там сказано в Библии? Бог за 7 дней взял, создал там чего-то и так далее. А за 6 дней на 7-й день отдохнул. И все. Если мы берем осетинский эпос, мы можем почитать одну удивительную вещь. До солнца и луны на небе было единое первосветило, не вполне управляемое единым богом Хуцао, за что тот разделил первичное светило на 2 части, на солнце и луну, и установил солнцу ходить по небу днем, а луне ночью. Потом бог Хуцао ударил свой трон на землю. Земля тогда была частью еще солнца. И от трона отскочил обломок. Затем Хуцао полил ледяные воды, и обломок застыл.
Солнце предлагает Луне бросить заледенелый обломок. Пусть упадет в бездну. Но Луна упорно вращается вокруг обломка и не дает ему упасть. Тогда Солнце дало этому обломку тело, и оно превратилось в землю. И при этом Солнце сказало, это будет местом приложения наших лучей. Луна не дает своим вращением упасть с Земли в бездну. И вот что интересно. Я не самый большой астроном на этом свете. Но это очевидно, что если Луна уйдет с орбиты Земли, то и Земля потеряет орбиту свою, она изменится, и тогда все живое на Земле умрет. Не зря Луну во многих традициях считают именно божеством плодородия. Совокупная масса Земли и Луны позволяет им двигаться вокруг Солнца по той орбите, которая способствует развитию жизни на Земле. А откуда они знали об этом? Что Земля вращается вокруг Солнца. И что только за счет Луны Земля может творить жизнь. Ничего подобного вы в Библии не найдете. Там все просто. Захотел — сделал. То есть сложность этой космогонической мифологеммы говорит хотя бы о том, что творцы этих мифов были значительно умнее тех, кто творил миф о сотворении мира в Библии, в Бытии. Далее. В осетинской религии сказано, наиболее подходящим местом для своего существования Бог выбрал свет. Бог пронизывает весь мир. Он основа всего сущего. Он един, и все в нем. Поэтому мы понимаем, что природа всего сущего одна, и все в этом мире достойно внимания. Человек сотворен из тела Бога, Творца. Он имеет способность к творению, как и Бог, Творец, но способности к творению открываются лишь при осознании единства бытия. Что отличает вот это понятие Бога от библейского понятия? Здесь нет дьявола. Понятие дьявола считается нововведением Заратустры. И мы тут налицо имеем перед собой некую мифологему, которая предшествовала реформе Заратустры. Это учение создавалось, или не создавалось, оно является той самой древней верой, которую когда-то реформировал Заратустра. Здесь есть единый Бог. Здесь есть человек, сотворенный не из глины, а из тела Бога. Он имеет способности к творению, но степень этой способности определяется понятием единства бытия. А христианство его разрывает на две части, на плохую и хорошую. И Заратустра делает то же самое, разделяя мир на плохое и хорошее, на дьявола и Бога. В Веле своей книге сказано, все сотворенное не может войти в расторгнутый ум. Премудрость великая. Свинтовит, он же Велес, он же Перун и так далее. То есть все боги это одно. Далее. Человек, сотворенный из тела Бога, имеет природу Бога. Поэтому он достоин уважения. А в Ветхом Завете сказано, не надейтесь вы на человека, ибо что он значит? Достоинство и честь
сохраняющая внутреннюю чистоту любого человека, есть высшее достояние, неотъемлемо приближающее человека к Богу, к способности восприятия божественной вести. Потеря этих качеств лишает человека возможности соединиться с миром света, с божественным светом, со светом истины. И вот тут далее удивительнейший момент. Поэтому оскорбление и унижение среди осетин рассматривалось порой как более тяжкое преступление, чем убийство. Никто не может унизить человека. И никто не может унизиться, не противопоставляя при этом себя божественному порядку, божественному закону, божественной иерархии, что неизменно приводит к разрушению, забвению и обречению на муки во владениях великого мирителя, царства мертвых. Осетины, видимо, не знали, что есть такой закон, кто унизится, тот возвысится. Унижение более страшное преступление, чем убийство. Унижая человека, ты унижаешь в нем Бога. Можно убить, уважая. И поэтому грех убийства не так страшен, как грех унижения, получается. Далее. Удивительно то, что в осетинской религиозной традиции, древней традиции, отрицается необходимость заповедей. Вот то, что я говорил в начале, самом Хуцау, единый Бог, Хостаджи, Вестник и УАЗ, божественная осознанность или Святой Дух. Так в чем функция УАЗ, божественная осознанность или Божественного Духа? Божественная осознанность, то есть УАЗ, то бишь Святой Дух, дает возможность правильно воспринимать действительность. Ими считалось, что жизнь меняется постоянно, и никакими заповедями невозможно предопределить поступки человека. Но ежели человек обретает способность восприятия Духа УАЗ, этой божественной осознанности, он обретает способность правильно поступать в данной ситуации, не опираясь ни на какие заповеди, ни на какие законы. Здесь и сейчас, опираясь на божественную осознанность, он обретает возможность поступать правильно. А Библия загоняет людей в некие рамки: не убей, не укради и все прочее. При этом убивают, при этом воруют и все прочее. Далее. Недавно один поп сказал по телевидению фразу, которая меня просто поразила. Я просто даже не подозревал, что до такого можно опуститься в своем мышлении. Он сказал, что стремление к продолжению рода, стремление оставить потомство на земле, это абсолютно бездуховное стремление. И поэтому монастыри, поэтому уход от реальности, потому что считается только там человек может обрести Бога и обрести вечность. Но у осетин это много интереснее описано, это состояние. Дело в чем? Дело в том, что считается, что когда человек умирает,
он попадает в некое пространство, в котором он должен осознать свою жизнь. И если он сможет осознать ее, он попадает в мир света, так называемый Рухсдуне. Но для того, чтобы осознать свою жизнь, свои ошибки и поступки, ему нужна энергия. И ритуалы поминовения усопших в ассетинской традиции, они дают усопшему духу энергию для сознания. Если не будет детей, не будет внуков, некому будет вспоминать, и тогда у такой души не будет энергии для того, чтобы осознать свою жизнь и попасть в мир света. И поэтому они всегда стремились к тому, чтобы были дети, чтобы было много детей. То есть, такой беглый взгляд на эту традицию говорит о том, что с одной стороны у нее много общего с христианством, чисто по принципам. Единый Бог, Вестник Бога и Святой Дух. Но при этом нет дьявола, который появился в Заратуштре, потом в иудаизме и христианстве. Нет унижения людей, наоборот. Люди стремились к достойной жизни. Нет заповедей, которым нужно тупо следовать, независимо от ситуации. А есть дух УАЗ, который подскажет, как правильно поступать здесь и сейчас. И космогонически, и мифологически, и чисто вот по содержательной части осетинская религия ныне во многом как бы преследуемая современными властями и церковью и во многом утраченная, она намного глубже и богаче и христианства, и иудаизма, и даже зороастризма, и является неким отблеском той великой веры, которая была когда-то на всей территории России. И почему мы восприняли христианство? Потому что оно было очень похоже на то, что мы и так хорошо знали. Но, знаете, ложкой дегтя можно бочку меда испортить. Павел Флоренский писал о том, будучи монахом, что православие впитало в себя 80% от язычества русского. Но внесены были существенные изменения. И религия света превратилась в религию тьмы. Дело в чем? Дело в том, что Бог, Он един. И в свете, и в тьме. Но можно почитать Бога в тьме и Бога как тьму. А можно почитать Бога как свет. Бога в свете. И сказано в ассетинской традиции религиозной, что Бог избрал местом своего обитания свет. Это очень важный момент для нас, живущих на земле. Цельс писал в III веке нашей эры в своей книге «Правдивое слово» про иудеев очень интересную вещь. У иудеев достойно удивления, что хотя они почитают небо и пребывающих на нем ангелов,
они оставляют без внимания самые замечательные и могущественные его части – Солнце, Луну и прочие неподвижные звезды и планеты. Для них как будто приемлемо, что Вселенная, в целом Бог, а ее части не божественные, что хорошо почитать тех, кто, как полагают, открываются где-то во тьме людям, а тех, что столь очевидным образом проявляет себя на небе, почитать не нужно. То бишь, о чем говорит эта цитата? Я уже сказал, что Бог, Он пребывает и в тьме, и в свете. И иудеи, исходя из этой цитаты, избрали почитать Бога во тьме. То же самое в своей книге «Земля в объятиях солнца» говорит Чижевский. Он говорит о том, что все народы почитали звезды, солнце, луну. И только иудеи смотрели себе под ноги и почитали тьму. И иудеи – это единственный народ, который имеет национальную одежду черного цвета. Но и наши попы носят черные рясы. Мусульмане поклоняются черному камню. И все они вместе мечтают о конце света. У осетин сказано, как я уже выше говорил, что Бог избрал местом свое обитание свет. Рыбаков писал о славянах, что славяне почитали белый свет, не имеющий видимого источника. Что белый свет и был главным объектом поклонения восточных славян. В Упанишадах сказано, что единый Творец Сущего пребывает среди богов огнем, а среди людей священнослужителем, жрецом, брахманом. И в этой связи возникает очень интересный момент. Есть народы, почитающие Бога во тьме. Есть народы, почитающие Бога в свете. Есть путь, который все это объединяет. Но нас сейчас интересует не это. Дело в чем? Дело в том, что те, кто почитали Бога в свете, они очень трепетно и бережно относились к этому миру. И у них и мысли не возникало о конце света. Афанасий в своей книге «Поэтическое воззрение славян на природу» удивляется такому трепетному состоянию наших предков о том, что они каждый год ждали, Новый год, зайдет ли солнце на небе, в общем-то, не погаснет ли свет. Все их усилия духовные были направлены на то, чтобы была жизнь, на то, чтобы рождались дети, на то, чтобы жила природа. К этому стремится религия света. Религия тьмы, она стремится к уничтожению. Это совершенно естественно, это не плохо, не хорошо, это так. Но хорошо, когда на земле есть баланс религии света и религии тьмы. Воланд как-то сказал в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»: Матвею, ты что, хочешь оставить мир без тени, оставить и наслаться одним голым светом? Тени нужны, тьма нужна, но и свет нужен. Но все религиозные учения, и не только религиозные учения, которые сейчас существуют на Земле, они осознанно
или неосознанно преследуют одну и ту же цель — уничтожение жизни на Земле. Будь то иудаизм, будь то христианство, будь то производное из христианства демократия. Все они одержимы чем угодно. Одни одержимы Царством Небесным, другим, так сказать, бесконтрольным обогащением. Все они ведут мир к гибели. И вот сейчас возникает один очень важный прецедент. Недавно было очень глубокое общение с главой осетинской общины народной веры Осетии Даурбеком Акеевым. И есть понимание, что имена богов вторичны, в принципе. И не важно, как мы называем единого Бога. Важно, что мы под этим подразумеваем. Если в осетинской традиции Бог в свете, в нашей тоже, и в арийской тоже, то это одна и та же религия. Хуцао — это Бог света, живущий в свете. Род — это Бог звездного неба и солнца. Брахма тоже. Это разные имена одного и того же Бога. Бога в свете. В авраамитской традиции это ислам, это христианство, это иудаизм. Почитается Бог в тьме. И общаясь и с другими лидерами общин, с украинскими ребятами, мы поняли одну очень важную вещь, что время камни разбрасывать, время их собирать. Сейчас очень многие народы Европы, они пытаются вернуть свое религиозное прошлое в настоящее. Пытаются восстановить свои древние ведические религиозные культы. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях и действует по принципу «разделяй и властвуй». Я общался с многими нашими главами общин, и получается странная вещь. Мы упираемся в имена богов. Кто-то почитает Сварога как главного, кто-то как Рода, кто-то как Перуна и так далее, в общем, так сказать. Вот. Или кто-то Велеса почитает как главного бога. И уже на этом уровне невозможно никакое объединение. Но Бог есть свет. Бог в свете. И имя Ему все имена. И если мы это поймем и примем, то у нас возникает возможность объединиться. В Махабхарате мудрецы ходят по разным странам и спрашивают, как вы Богу молитесь? И вот осетины избрали свой способ почитания Бога в свете. Мы избрали свой способ почитания Бога в свете. Арий свой способ Бога в свете. Ну все мы почитаем одного Бога. И если мы это примем, как один из основных постулатов нашего религиозного самосознания, то у нас возникает уникальная возможность объединения всех народов, почитающих Бога в свете, при сохранении их национальной неповторимости.
Я как-то говорил с нашими русскими ребятами, ведистами, что осетины хотят вот с нами. Они говорят о том, что у нас и у русских осетин общие арийские корни, все правильно. Мы от одного народа все идем. От некой древней индоевропейской общности. Но главы русских общин некоторые сказали, да, мы не против, пускай не признает рода главным богом для себя, но тогда они должны отказаться от своей веры. Но если мы говорим, имя не важно, важно, что оно выражает, важно, к чему оно обращено. Если мы почитаем Бога в свете, то все наши религии, наших народов, это всего лишь навсего разные способы почитания Бога в свете. Все. Разные песни, разные танцы, разные имена. Но суть одна. И сейчас возникает возможность собрать все те осколки единого зеркала религиозного, которое было в древности. И противопоставить господствующей религии тьмы некий противовес. Миром правит гармония. И если побеждает культы тьмы, мир погибнет. Если побеждает культы света, мир тоже погибнет. И необходимо равновесие между культами света и культами тьмы. И в древности, до христианства, навершие наших храмов украшала восьмиконечная звезда, символ солнца, над полумесяцем. Солнце символ света, а месяц символ тьмы. То есть это равновесие было. По закону времени оно было нарушено в пользу сил тьмы. По закону времени культы тьмы сейчас теряют свою силу и набирает очень мощную силу движения по восстановлению национальных религий народов Европы. Но есть очень большая опасность. Как христиане доказывали всему миру, что они самые лучшие, самые истинные, так и общины наши, ведические, языческие общины, начинают доказывать друг другу, что они самые истинные. И бадание идет на почве, у кого какой календарь. Подвязываться к кушаком на ритуале не подвязываться. Еще какая-нибудь хрень. Группа лидеров общин, от которых я уполномочен выступить с данным заявлением, пришло к осознанию того, что необходимо действовать по принципу поиска объединяющего. Что может быть общего между родом и Хууцао? Да и то, и другое свет, только по-разному называются. Какая разница, под каким именем почитать этого Бога? И у осетины у нас он один и тот же. Вот об этом надо подумать. Древние как действовали в этом плане? Если приходит кто-то кому-то в гости, нам, другому народу, они спрашивали, какого бога вы почитаете? Те говорили, да вот Индру, например.
А те спрашивали, что это за бог? Ну, а те отвечали, бог грозы молнии войны. Так это ж наш Перун, говорили, пришедшие. И почитали Индру как Перуна. Почитали Бога под другим именем, как своего Бога, потому что функции одинаковые. С 1 по 10 июля у нас будет семинар в Хорошевке, где мы планируем собраться, лидеры осетинской веры, группа с Украины, с Москвы, наша община и другие. И поработать по выработке принципов объединяющих. Нас сейчас очень много пугают. То 12-м годом, то еще какой-то хренью. Тьма наступает. Это действительно так. И мир балансирует на грани жизни и смерти. Можно убежать, можно спрятаться, а можно противопоставить этому что-то. Любое тело умирает, когда оно разлагается. И когда мы действуем по принципу поиска того, что нас разделяет, мы способствуем разложению тела нашей религии и нашего народа. Но если мы действуем по принципу, что нас объединяет, мы делаем нашу веру, нашу религию, наш народ, нашу природу здоровее. Мы противодействуем разложению, распаду. Это принцип почитания Бога в свете. Он и будет способствовать тому, что смогут объединиться в единой религии света самые разные народы и нашей страны, и других стран. И при этом они будут почитать своего Бога, то бишь Бога в свете, так, как им привычно, так, как делали их предки испокон веку. Им не нужно будет ни под кого подстраиваться. И только тогда, когда народ следует своей традиции, его слово, его обращение доходит до Бога. Когда он начинает обезьянничать и подражать кому-то, как в 19-18 веке русские подражали европейцам, это превращается просто в пародию. И не более. Русская песня дойдет до Бога в исполнении русского человека и души. Осетинская песня, грузинская, немецкая дойдут до Бога, если исполняется представителем этого народа. Никто лучше не знает русской души, чем русский. И никто лучше русского не пропоет богам на русском языке русскую песню, русский гимн. И в этой связи мы призываем к объединению по принципам, а не к разъединению по частностям. Бог един в свете. Его имя, все имена. Народы имеют только некоторые из его имен. И почитают его под этими именами.
Но он не есть ни одно имя, он все имена. И если мы восславим Бога в свете под теми именами, которые получили в древние времена наши предки, вот только тогда на земле наступит гармония, покой и мир. И только таким способом мы сможем противодействовать силам тьмы, которые объединены, интернациональны и активны. И мы сможем таким способом сохранить этот мир. Бог отдал мир в управление человеку. И теперь от человека зависит, быть миру или не быть. Если нарушается соотношение темного и светлого в этом мире, мир ставится на грань катастрофы. Я ни в коем мере не отрицаю права религии тьмы на существование. Иудеи, христиане, мусульмане избрали Бога в тьме. Это не плохо, не хорошо, это так. Это имеет право на существование, это должно быть. Но сказано в Упанишадах, что Бог имеет два образа, проявленный и непроявленный. Непроявленный пребывает в тьме, а проявленный в свете. Если не почитать проявленный образ Бога, мир погибнет. Он уйдет в тьму. Он не исчезнет окончательно, но не будет этого мира. Мира, в котором мы живем. Религиозные культы света всегда были заняты тем, чтобы существовала жизнь. Чтобы она не погибла. И поэтому были священные рощи. Поэтому все стихии этого мира считались божествами, и к ним отношение было как к богам. Сейчас то, что нас окружает, только материя, которую мы безжалостно эксплуатируем. Это долго продолжаться не может. Но в наших силах это остановить. Если мы сможем объединиться по принципу поиска объединяющего. В этом главный смысл этой сегодняшней лекции. Я призываю всех желающих, всех, кто разделяет эту точку зрения, которую я заявляю от нашей общины ведической, от осетинской общины, от украинской общины и от других, разделяющих наше мнение, я предлагаю объединяться. Порознь мы уязвимы. Порознь, когда мы начинаем поднимать свои национальные религии, нас обвиняют в фашизме, национализме, в экстремизме. Нас очень легко закрыть. Но тот принцип, который я предлагаю, позволить консолидировать и наше общество, и наше государство, и выйти из этих дурацких обвинений, которые нам периодически пытаются предъявить. На этом я заканчиваю. Всех, кто почитает Бога в свете, давайте объединяться. При этом вы будете почитать Бога в свете так, как вы привыкли. Это ваше право. И я смогу с уважением стоять на любом ритуале, если он обращен к Богу в свете. Спасибо за внимание.